Бейт Аль-Аманах, один из ведущих аналитических центров Малайзии, опубликовал исследовательский доклад о политике Организации исламского сотрудничества по уйгурскому вопросу, призывая организации 57 мусульманских стран соблюдать свои собственные уставы и принципы по уйгурскому вопросу. В докладе подчеркивается, что настало время соблюдать устав и принципы Организации исламского сотрудничества против двойных стандартов, нарушающих религиозные убеждения, политические свободы и права человека уйгуров. В уставе организации говорится, что принципы обеспечения прав, достоинства, культурной и религиозной самобытности мусульман должны быть отражены в тяжелом положении, с которым сталкиваются уйгуры. Один из экспертов, подготовивших доклад, аналитик МИД Малайзии госпожа Набила Исмаил, сказала, что глубоко разочаровывает, что так много иностранных правительств закрывают глаза на серьезные нарушения прав человека в уйгурском регионе. Подполковник тайваньской армии Сэ был арестован по обвинению в утечке военной информации в Китай. Министерство обороны Тайваня объявило, что оно ускорит подготовку по борьбе со шпионажем против инфильтрационной деятельности Коммунистической партии Китая. По меньшей мере 21 действующий или отставной офицер, служивший в тайваньской армии в течение последних 10 лет в звании капитана и выше, был осужден за китайский шпионаж. В Саудовской Аравии состоялась встреча, на которой обсуждались пути урегулирования российско-украинского кризиса. Телеканал Аль-Ихбария сообщил, что вчера в Джидде стартовала встреча по обсуждению путей решения российско-украинского кризиса. В докладе, в котором сообщалось, что на встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности и представители некоторых стран, не было подробностей о названиях стран-участниц и о том, сколько дней продлится встреча. Безвизовый транзитный режим между Казахстаном и Китаем официально начался с подписания соглашения. Постановлением правительства Республики Казахстан от 26 июля 2023 года ратифицировано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований, говорится в официальном сообщении. Пакистанская полиция арестовала бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в его доме в городе Лахор по решению суда. По сообщениям пакистанских СМИ, Хан был признан виновным в суде за то, что не раскрыл детали подарков, которые он получал во время своего пребывания на посту премьер-министра. Исламабадский суд приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения после выдачи ордера на его арест. В результате наводнения, произошедшего в китайской провинции Хэбэй, погибли 10 человек и 18 пропали без вести. В регионе, где под угрозой находится около 600 тысяч человек, начались эвакуационные работы. Объявлено, что проливные дожди, наблюдаемые в стране из-за последствий тайфуна Доксури, были самыми сильными за последние 140 лет.